Пусть жизнь никогда не выбьет тебя из седла, сынок. Пусть не споткнется под тобой конь и не свернет с прямой дороги. Крепче держись, сынок. Будь добрым джигитом, не опозорь отца. И весь наш славный род не подведи. Папа, цирковой деятель, 2 старших брата. Я только мечтал о том, чтобы выступить. Я даже не помню, когда меня посадили на лошадь. Ну, я знал, что это моя судьба, цирк. И можно сказать, что мир узнал об Осетии с таких людей, как Мухтарбек, как вот братья, как Арибек. Вот такие люди прославляли и Осетию, прославляли и родину. Вот когда если этимологически перевести слово, фамилию Кантемировых, то это с татарского переводится как железнокровное. Кан железо, Темир, Темир железо, Кан кровь. А то, что мы делали под руководством наших старших. Вот это клевети, кем гордиться. Гена – великая штука, великая. Самое страшное выражение вот в русском языке – Иван, не помнящий родства. Лет, из них 55 на арене цирка. Рядом с Алибеком Тузарычем его верная спутница Мария Хазакоевна, которая делит с ним все радости и трудности беспокойной жизни циркового артиста. Славу отважных наездников высоко держат сыновья Алибека. Народный артист Северостинской АССР Хасанбек, неоднократный чемпион страны по конному спорту Ирбек, заслуженный артист Северной Осетии Мухтарбек. Мастерство осетинских джигитов восхищало зрителей Венгрии, Голландии, Англии, Германской Демократической Республики и многих других стран мира. Папа в 24 году создал труппу, в 22 году женился, и в 24 году родился первый сын, и в этом же году он создал труппу. И сперва мама работала, и вот, представляете, было 10 человек в труппе, и всех обшивала мама, все костюмы она делала сама. Вы представляете, работа джигитов? Все рвется. И мама день и ночь сидела, трудилась. Величайшая труженица была. Вы знаете, до сих пор мама снится. И думаешь, не обидел ее когда-нибудь, папу нет. Люди были достойны. Старики приходили после того, как мы памятник поставили, и благодарили папу, обнимали. Он написал: «Дорогая хозяйка, та честь, которую мы заслужили, была заслужена тобой. Я тебе благодарен». Папа постоянно говорил о том, что мы достойны уважения люди, дети, берегите честь рода. Вы несете ответственность за честь всего рода. Даргавс. В горах Северной Осетии находится это небольшое селение. Здесь он родился. Здесь впервые сел на коня. Было это давно, еще в прошлом веке. Алибек родился в многодетной крестьянской семье потомственного наездника Тузара Кантемирова. С ранних лет надо было помогать отцу, и Али пошел работать возчиком на кирпичный завод. За день мальчишка очень уставал, но каждую свободную минуту отдавал лошадям. Врожденный талант наездника, редкостное трудолюбие стали приносить победы на скачках, которые он так любил. Совсем еще юного джигита заметили хозяева богатых конюшен. Он стал желанным участником престижных соревнований. Но однажды его уговорили посмотреть цирковое представление с участием дрессированных лошадей. И судьба Алибека определилась раз и навсегда. Сколько трудностей пришлось преодолеть на пути к долгожданной арене. Чем только не занимался уже за кулисами цирка. Чистил клетки, подносил реквизит, расклеивал афиши, но своего добился. В 1907 году состоялся его дебют. Вначале выступал один,
Потом собрал земляков и организовал первую в мире цирковую конную труппу. Вскоре последовали успешные гастроли. Сперва по России, затем по цирковым столицам Европы и, наконец, посыпались приглашения со всех континентов. На манеже Джигита Кантемирова. Двое под брюхом лошади. Номер, который еще никем в мире не исполнялся. 8-летний Толя Кантемиров. Крылатые джигиты Алибека не только поражали заморскую публику головокружительными трюками, но и завораживали удивительной культурой далекой Осетии. Патриарх конного цирка, народный артист России, он пользовался у коллег непререкаемым авторитетом, а у себя в Осетии почитался национальным героем. Он был обласкан любовью публики и благосклонностью судьбы. В 90 лет, выезжал верхом на коне и на глазах изумленных зрителей на полном скаку поражал из ружья пролетающую цель. Конно-спортивная группа под руководством Алибека Кантемирова принимала участие в создании 50 художественных фильмов, многие из которых своим зрительским успехом в немалой степени обязаны искусству отважных джигитов. Впервые в отечественном кино им пришлось разрабатывать уникальные трюки, которые по сей день используются на съемках, хотя уже прошло более полувека. А начиналось все для группы Кантемирова неожиданно и весьма необычно. Сталин в эти годы после войны фильмы взяты в качестве трофеев. И он собрал кинематографистов и говорит: почему, уважаемые люди кино, вы не можете делать такие фильмы, как делают американцы, ковбойские? И я не помню, кто был главой кинематографа. Он говорит: ну это же безидейные фильмы, а у нас во главе угла стоит идея. Он говорит: не наплевать, идею мы в другом месте покажем. Но это же смелые люди. Почему у нас нет таких людей? И он поручил Буденному выдать лучших лошадей. И Семен Михайлович курировал: берите любых лошадей. Все-таки суровые съемки. 8 лошадей мы вам позволяем погубить. Папа говорит: ну что вы, мы этого не позволим себе, такого никогда не будет. За время съемок фильма не пострадала ни одна лошадь. И как же все радовались такому невыполнению плана. Вот это буян. Вся трюковая работа была сделана нашей труппой. Лошадей дрессировал папа, а Гурзо дублировал Ирбек. Ирбеку Кантемирову пришлось проявить чудеса изобретательности, чтобы приучить коня к незнакомому человеку, исполнителю главной роли Сергею Гурзо. Сережа был очень благодарен. За время работы над картиной Ирбек так сроднился с Буяном, что не смог с ним расстаться и забрал коня в цирковую труппу, где продолжал выступать вместе со старшим братом Хасанбеком. Но вскоре мудрый отец сказал сыновьям: двум взрослым орлам в одном гнезде не ужиться. Хасанбек создал свою труппу, прославленный коллектив отца возглавил Ирбек. Он не только продолжил дело старшего Кантемирова, но и поднял его на новую ступень. Во время своих репетиций лаской и пониманием он добивался от лошадей поразительных результатов, придумывал, готовил и исполнял невиданные доселе трюки. Конечно, он выдающийся джигит был, и его трюки были уникальные. Вот кроме него никто не делал. Вертушка — это с шеи на шее. Сидел задом в голове лошади, перед лукой, не в седле. И выпрыгивал, отталкивался и снова садился, и у него во рту была сабля. Вертушка с шашкой. Это уникальный трюк. В свои цирковые программы, помимо головокружительных трюков, Ирбек вносил лирические танцевальные номера. Лошади, казалось, легко и непринужденно исполняли сложнейшие па, так что порой трудно было определить, где заканчивается цирк и начинается высокое искусство. Он был народным артистом в самом высоком понимании этого слова, лауреатом зарубежных и отечественных премий, в том числе очень дорогой для него премии Костахи Тагурова, выдающегося сына осетинского народа. А еще он был великим тружеником. Уже пребывая на вершине успеха, на ежедневных репетициях постоянно оттачивал собственное мастерство и передавал его окружающим. Юный наездник, сын Ирбека,
Как хотелось отцу передать ему главный секрет – научить по-настоящему любить четвероногих друзей, бескорыстно заботиться о них и беречь. Удивительное чувство контакта было с лошадьми. Его лошади понимали. Буян – это уникальная лошадь была. Он и в джигитовке работал, и в высшую школу, и в дрессуре. Он очень поддавался контакту. И даже вот у Ирбека друзья, наши друзья, дрессировщики медведей. И он подводил Буяна к медведю, и они прямо нюхали друг друга и целовались. Буян и вправду был уникальным конем. Он без страха поднимался по лестницам любого учреждения. С ним Ирбек поздравлял знаменитых людей ко всеобщему восторгу юбиляра и публики. И добивался этого исключительно лаской и добротой от первого дня и до дня последнего. Когда Буяна не стало, Ирбек часто пересматривал фотографии верного друга и далекие кадры кинохроники. Так началась в городе Орджоникидзе встреча прославленных осетинских джигитов Хасанбека и Ирбека Кантемировых со своими земляками. Они пришли не одни. С ними их неразлучный друг, знаменитый Буян, которого вы все знаете по кинофильму «Смелые люди». Буян он был долгожитель, он в 31 год умер и похоронен был на кладбище знаменитых лошадей. А Асуан – это конь чистейшей арабской породы. Это лошади-профессора с повышенным интеллектом. И вот этот Асуанчик, они как отец с сыном были. Но ребенок, он его ждал с нетерпением. Он слышал шаги его и уже навострял уши. Ты мой хороший. Здравствуй, мой хороший. Ну, как ты спал? Ты мой хороший. Ну, дай ножку дай, дай. Нет, вот так, молодец. Доброе утро. Ты мой хороший. Потом как следует. Вот так. Ты мой хороший. Ну, зато сейчас пойдем на репетицию. В 1994 году Ирбек вышел на пенсию, они работали в Германии. Он оставил сына Майрбека руководителем, а сам с Асуаном договорился с Союзгосцирком, оплатил и вернулся в Москву. И каждый день приезжал рано утром, и конь его ждал. Утром Ирбек с первым поездом в 6 часов выезжал и полдня проводил с ним. Это была необыкновенная дружба. В мае 2000 года Ирбек внезапно ушел из жизни. Асуан все ждал и ждал своего учителя и друга. И не понимал, почему он так долго не приходит. И повторял движения, которым научил его Ирбек. Он и сегодня продолжает его ждать и верит, что они непременно встретятся. Теперь уже, быть может, на небесах.
Светлые люди, к несчастью, рано уходят из жизни, но оставляют негасимый свет в душах родных и близких, оберегая их от безверия и суеты. Я родился в рубашке, потому что светлые родители, достойные уважения старшие братья. Мне только оставалось поддерживать честь. Мне было лет 5-6, я на улице бегал, домой пришел, мама говорит: давай, Мишенька, ножки помоем. И, как сейчас помню, большой таз, мама мне ноги моет и говорит: отец, посмотри, какие у него волчьи сухожилия. Папа говорит: да, он будет у нас прыгать. И вы знаете, как в воду глядел. Я был очень прыгучий. До сих пор в цирке не повторили мой трюк. Я с 2 шагов запрыгал 2 саблями на лошадь и крутил сабли, а лошадь прыгала барьер. Я очень хорошо по паху кидал, очень высоко. Она улетала, а я изображал: хай, хай. Публика молчала. Не понимал, что он с ума сошел, выкинул и едет. И вдруг папаха появлялась, и я ее хватал. Публики много было, и первый ряд был очень близко от барьера. Я иногда пускал так, но чувство было хорошее, что публика тянулась схватить, а я выхватывал из рук, гром стоял. А иногда прямо она падала в манеж, я ее почти с земли хватал. Артисты цирка выходили смотреть, какая реакция. Минуты 3 я заканчивал, публика не давала никому работать. Хлопала мне, я кланялся, доволен был. Цирковые выходили, смотрели всегда: Мишка, выдай еще раз. Я в 1979 году оставил цирк, ушел на пенсию, и вся Осетия переживала. Ну все, Эрбек ушел, Мухтарбек цирк бросил, и все на этом закончится. Поколение Кантемировых нет. Майырбек, его сын, он решил, что Эрбеком все сказано в традиционной цирковой форме, надо перейти на другую стезю. И вот он сделал спектакль «Скифы». 4 года он был в Англии с этой программой «Скифы», и труппа так и называлась «Труппа Алибек». Руководитель Майырбек Кантемиров. Вот труппа Алибек так. Когда мы приезжали в Владикавказ, папа говорил: это земля обетованная, это райские места, дети. Берегите Родину и тянитесь к ней. И если я уйду из жизни, то похороните меня здесь. И это был наказ папы. И папу мы похоронили там. Сперва маму, потом папу и Эрбека. И старики нас благословляли. Когда мы родителей привезли, дети, вы достойны уважения. Родители привезли, издали сюда. Я просто чувствую, что какие-то вливаются силы, и приезжаешь оттуда вот вдохновенный, как будто молодеешь. Вот я удивляюсь, оглядываясь. Ни папа не метал никогда, ни старшие братья. Ну, наверное, что-то в генах. Единственное, что может быть толчком, где-то в 1947-1948 году я посмотрел фильм «Ущелье Ламаса». Там китаец очень хорошо метал. Я начал метать после этого. Приезжая на родину, во Владикавказ Мухтарбек проводит мастер-классы по метанию оружия в цель. Что? Вот. Ну-ка, аккуратно. Вот если так пришел, значит много дистанции. Надо приблизиться. Если так, мало дистанции. Чуть-чуть на стопу, на полстопы. А как вот его идеально? Я замах, когда делают, там на Кавказе это искусство очень популярно. И потому во Дворце спорта собираются люди всех возрастов. Но самые внимательные и прилежные ученики – дети. Какой же мужчина из Осетина, не владеющего острым кинжалом? Здесь это известно каждому пацану. И потому юные джигиты стараются, не жалея сил. Даже девчонкам нелегко сидеть на трибунах и не взять полезный урок у такого мастера. Да, я президент Федерации метателей России. И когда я в Осетию приезжаю, я горжусь, что в России впервые открыта федерация, и первый президент Осетии. Осетия бережно хранит память о своем прославленном сыне. Одна из улиц Владикавказа носит имя Алибека Кантемирова. Памятная доска украшает дом, где когда-то он жил. Дом, где выросли его дети. Украшает стены, еще помнящие их голоса. Идем, зайдем, посмотрим, как живут наши родичи. Можно? Можно? Андалон. Эффектная стать, национальный колорит,
Прекрасная физическая подготовка и врожденная артистичность не могли не привести Мухтарбека на актерскую стезю. Помимо трюковых съемок он сыграл немало эпизодов и несколько ведущих ролей. Но самой заметной стала его работа У меня самый любимый кадр в этой картине, когда Мухтарбек скачет на общем плане. Я всегда любуюсь, и вот это невероятное ощущение вот слияния природы и человека. Вот удивительное. Вот это животное, человек, и такое полное слияние, как он сидит, и как конь под ним идет. Там был жуткий же случай, он делал трюк, очень сложный. И он связал ножи таким якорем, и должен был раскрутить, попасть в то окошечко, и по этому канату влезть туда. И когда он раскрутил, он ножом перерезал себе все сухожилия на ноге. Вот тоже ни морщинки боли на лице, ни гримасы, ни жалоб, ничего, хотя он не был уверен, что он не потерял профессию. И потом несколько же операций делали, сложнейших. Но все мужественно перенес, никаких жалоб, никаких претензий. Он ведь тоже мог сказать, я потерпел на съемках, давайте, платите, компенсируйте, мог все что угодно. Нет, ни слова, как будто ничего не произошло. Вызвали профессора, а кровь течет, и мне по-живому зашил. Я говорю, мне надо сниматься. Он говорит, месяц даже не думайте. И однажды на втором этаже я лежал, в больнице я один, и старая женщина, уже к осени было, рубит дрова. Я на костылях слез, это на 3-й или 4-й день, на костылях слез, и она говорит, плохо по-русски, говорит, иди спать. Я говорю, нет, дайте топор. И я оперся на ногу, костыль как-то привязал и начал рубить дрова. Она, ты сумасшедший, ты что? Я говорю, ничего, не волнуйся. И она стала зарастать. Очень усиленно, вот что значит стресс. Через неделю я говорю, давай сниматься. А там эпизод, когда невесту воруем, я на 2 лошадях, я воткнул палку, привязал, потому что нога не держала. Нерв перерублен, нога ломалась. Привязал палку. Неделя или 8 дней прошло. Привезли его, на вертолете, что ли, привезли, очень известный профессор, он посмотрел, развязал меня, говорит, это на вас можно писать диссертацию, такого не было, и просто немыслимо. Я говорю, я очень хотел быть в строю. Тебе не стыдно? Ты знаешь... Стоило мне отлучиться на неделю, как ты уже попал в такую историю? Ты без меня как ребенок, ничего не можешь, ничего не умеешь. Где лошади мои? Ай, мои деточки! Дедуленька, иди ко мне. Это у нас старожил. Ему 27 лет, а по людским понятиям 1 к 5. Дедуленька, ну поцелуй меня, мой хороший. Ой, где мой лапочка, еще как следует. Да, мой хороший, дедуленька. А это вот знаменитый Асуан. Все, смотрите, он не дает закрывать. Ну, надо же других кормить. Ну, он старый, вредный, подожди. Дед, видите, ну, хулиган. Ну, люди же должны тоже покушать. А вот это Асуанчик, сын коня Эрбека. Поцелуй как следует, пап, молодец. А дай ножку мне, правую ножку дай, правую. Это левая, правая, да. Красиво, молодец. И поцелуй. Мой хороший. Видите, как он аккуратно берет? Мой лапочка. Вообще, это очень суровая лошадь, но брат Ирбек вложил в него душу. И смотрите, скажи, это мои друзья приехали, скажи, здравствуйте, ребята, здравствуйте. Вот так, видите, как культурный. А попробуй дать? Нет? А морковку? Тогда поцелуй меня, только в засос. В засос. Молодец. На, вот тебе. Вот сейчас обратите на ноги внимание. У нас есть вино, дай штопор сделай. Вот, видите, это штопор называется. Открыть бутылку вина. Ой, хороший. Улыбнись нам. Улыбочку выдай, но еще. Вот так хорошо, молодец. Поцелуй меня. Поцелуй, вот так хорошо. Они, ребята, душевные. Вот такие ребятки у нас. Да, мои милые, да. Еще осталось, да. А сейчас мы также обучаем курсантов Шойгу верховой езде и иногда снимаемся в кино, на ипподроме работаем, вот на мероприятиях. Вот этим кормим лошадей и людей.
Тяжело пока, но надежда живет. Думаю, мы на ноги встанем. Будем на коне в итоге.